Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Накануне в Москве прошел военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Президент Абхазии принял участие в этом грандиозном мероприятии, как и лидеры многих других государств. Сегодня Аслан Бжани рассказал о том, как встретили абхазскую делегацию в российской столице. Смотрите материал, предоставленный пресс-службой главы государства. يقلعد وبص تجلس عاشا كركش سويتجي أبستازار جوبزيران سويتا توب حراس حد أبش ما سويبزين حردر كله يربشتن زيجي شكان وبريد شربشجة سيقو بحسبيانا قد حرج حبخة أي عيرك ويحكرنيقو وبص يزبحتو تجلس عاشا بسمنات نسفيحيتا. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 59 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня выписан еще один пациент, абхазский курсант российского вуза. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 4 граждан находятся в Гудаутском госпитале. 33 человека выздоровели и 1 пациент умер. Вопрос взаимоотношений Абхазии с республиками Северного Кавказа стал темой круглого стола, который прошел сегодня в Народном собрании по инициативе парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Все подробности в репортаже Али Китрапш. В работе круглого стола Абхазия, Северный Кавказ, прошлое, настоящее и будущее приняли участие члены Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, историки, общественные деятели, эксперты. Обсуждались вопросы взаимоотношений Абхазии с республиками Северного Кавказа. Первыми, кто пришел на помощь абхазскому народу в период Отечественной войны, были наши братья, добровольцы из Северного Кавказа. Именно их поддержка и помощь предопределила общий исход грузино-абхазской войны. Однако, как отмечалось на встрече, спустя десятилетия после ее окончания Абхазия перестала вести соответствующую работу по укреплению связи с Северным Кавказом. Чего не скажешь о Грузии, которая выстраивает государственную стратегию взаимоотношений с этими республиками. Серьезное внимание со стороны грузинского государства уделяется, отношениям с Северным Кавказом. Да, может быть, это делается с их стороны для того, чтобы, с одной стороны, помешать развитию наших отношений, с другой стороны, мы знаем взаимоотношения Российской Федерации с сегодняшней Грузией. Однако мы должны думать, в первую очередь о себе, о своем будущем. В мире происходят глобальные политические изменения. Идет раздел сфер влияния. Грузия – государство, с которым наша страна находится в состоянии неурегулированного конфликта. Сегодня ориентирована на Америку и страны Европы. По мнению историка, общественного деятеля Гурама Гумба, эта ситуация может измениться. И поэтому уже сейчас Абхазии важно выстроить внешнеполитическую стратегию. Россия – наше союзное государство. То есть здесь речи не может быть. То есть наша ориентация России. То есть этот вопрос не обсуждается. То есть для нас в ближайшее время, я вообще думаю, что Южный Кавказ, и сама Грузия, и сама Армения, Азербайджан – это будет сфера влияния России. К этому идет, то есть мир меняется. И Америка, они уже, Евросоюз, она уже не столько большие интересы уже не проявляет к Южному Кавказу. И да, американцы тоже не проявляют уже. И в ближайшее время все может измениться. И может повториться 20-е годы, 20 века. Не Советский Союз, скажем, да, но в другой форме. То есть влияние, независимые государства могут остаться, но влияние России, то есть мир будет поделен между крупнейшими государствами на сферы влияния, как это было после Версальского, там, как это было после Потсдама и так далее. Да? Может, я ошибаюсь, может быть, как-то по-другому будет, но все равно Россия с Южного Кавказа, она будет влияние здесь, пока она будет существовать. То есть мы должны учитывать, что сегодня для Грузии солнце встает в Вашингтоне, но завтра моментально это солнце может начать вставать в Москве. Абхазии необходимо укреплять связи с республиками Северного Кавказа. Для этого нужно создать общее культурно-информационное пространство, считает руководитель общественной организации Абсхара Ливан Микаа. Ту политику, которую проводит Грузия, она проводит и в их интересах тоже, чтобы вы понимали. Да? То есть она им предоставляет некие условия, медицину, учебу и так далее, и так далее.
Говорить им, что вот вы наши братья, откажитесь, это тоже неправильно. То есть вот противопоставлять вот эти две вещи, я думаю, не нужно. Да? Совершенно не нужно. Мы должны активно во всех направлениях работать. Не ради того, что Грузия на нас нападет и они к нам придут, а ради нашего развития. Мы в них нуждаемся, они в нас нуждаются, мы составляем общий этнокультурный цивилизационный ареал. Нам нужны общественные проекты, да? Образовательные, культурные, информационные, очень важные информационные. Грузия делает все возможное, чтобы наладить взаимоотношения с Северным Кавказом, проводит международные конференции, семинары, открывает культурный центр в Нальчике и даже признает геноцид черкесов. Сложившаяся ситуация говорит о необходимости выстраивания государственной стратегии взаимоотношений с республиками Северного Кавказа и укрепления связи с нашими братьями, отмечали участники встречи. Чтобы была концепция, мы об этом сейчас говорили очень много, чтобы была стратегия на основании того закона, который у нас есть. И, наверное, мы здесь тоже, депутаты, готовы подключиться и помогать и работать в этом направлении. Вы сейчас очень многое важное говорили, и для нас, для меня лично, я тоже, скажем так, наполнился информацией от каждого из вас. Но вот обсуждая сейчас очень часто, мы сегодня Грузию вспоминаем, здесь и историки сидят, и Гурам Джотович, вы прекрасно знаете, роль Грузии в геноциде черкесов, абхазов и всего нашего братских народов. Какая их роль Грузии? И смотрите, что они сейчас делают. Нам надо об этом говорить, нам надо нашим братьям напоминать, что делали грузины в те года, 1800-х, 50-х годов, 64-х годов, там, как они помогали, скажем так, этому геноциду. Обсудив проблемы и перспективы развития взаимоотношений между Абхазией и республиками Северного Кавказа, участники круглого стола отметили, что намерены обратиться к президенту с предложением о воссоздании Института официального представительства Республики Абхазия на Северном Кавказе. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сегодня обсудил с председателем Госкомитета по экологии Савелием Читановой и начальником Госуправления по землепользованию и кадастру Адамаром Ахуба вопросы исполнения предпринимателями правил и принципов добычи инертных материалов в руслах рек. Как отметил Савелий Читанова, сейчас в районах республики контроль в данной сфере осуществляется представителями комитета. Однако в ближайшее время будет сформирована рабочая группа из числа экспертов, которая определит, существует ли необходимость пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих правила и предельные объемы добычи инертных материалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Александр Анкваб поручил по окончании инспекционных мероприятий представить заключение в Кабинет министров. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сегодня встретился с представителями программ развития ООН в Абхазии. На встрече речь шла о результатах работы программ развития сельских территорий, которые реализуют в Абхазии. ЕС совместно с ПРООН. Беслан Джопуа познакомился с организаторами мероприятий по поддержке сельского производства в районах, с результатами и отчетами о реализованных проектах, заслушал доклад о планах. По мнению Джопуа, встречи организаций, осуществляющих поддержку населению в области развития хозяйства с государственными структурами, должны стать регулярными, чтобы совместно определять рациональные механизмы и подходы к решениям основных задач, таких как борьба с вредителями растений. Беслан Джопуа подчеркнул, что есть смысл совместно приступать к решению новых задач, созданию малых предприятий по переработке овощей и фруктов, реализовать программу по закладке фруктовых садов. Турецкая партия «Ватан» представила Черноморско-Средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание независимости Абхазии, сообщает РИА Новости. Согласно документу, партия также предлагает признать Крым российской территорией, Турецкую республику Северный Кипр независимой, а также обеспечить мир в Сирии и территориальную целостность Азербайджана, прекратить вмешательство США в Ливии. «Ватан» – левонационалистическая политическая партия Турции. Она была основана 15 февраля 2015 года. Ее председатель Догу Перинчек. Партия определяет себя как авангардную и заявляет своей целью объединение социалистов, революционеров, турецких националистов и кемалистов.
Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, завершили специальные учения с экипажами машин связи, сообщает пресс-служба ЮВО. Связисты военной базы выполняли нормативы по развертыванию и подготовке к работе машин связи, сетей связи полевого подвижного пункта управления и полевых узлов коммуникации, а также провели более 10 тренировок в различных диапазонах частот. К мероприятиям, проходящим на горном полигоне Цабал, привлекались более 200 военных связистов, было задействовано около 40 единиц специальной военной техники. Сегодня отмечает юбилей художественный руководитель и главный балетмейстер государственного ансамбля народного танца Абхазии Шаратын Руслан Бебия. Народному артисту Абхазии, заслуженному деятелю искусств Чеченской Республики и Адыгеи, заслуженному артисту Южной Осетии Руслану Бебия исполнилось 55 лет. Юбиляра чествовали в Министерстве культуры. В 1996 году, после смерти основателя Шаратына Эдуарда Бебия, Руслан продолжил дело своего отца. И уже в 1998 году на Всемирном фестивале фольклорных танцев в Турции Шаратын занял первое место, а в 2001-м Шаратын стал лауреатом Всемирного Босфорского фестиваля. Сегодня ордена Леона государственный ансамбль народного танца Шаратын имени Эдуарда Бебия – один из лучших хореографических коллективов в Абхазии. Вчера Фянкупшца Зинаргна, Михаил Жранца, Шепстаза Разигия, сцена язычки, Миха Ахенкаррат, ансамбль Шаратын, Ахц, что схо, Михаил Жранца, Ахц, что хна азго, Шарашо, Убризик Шарашоп Сауралу, Убризик Харей, Ахдырует Дара, Патуах Вахцот, Убыс Ялцит, Шарашю, Санба Шарашю, Хат юбилею, Уядаги, Ахенкаррат, ансамбль Шаратын, юбилей, Санба, Сараубас, Агугра Сымоб, Хейд Галана, Обриану юбилей, ансамбль Шаратын и Джузгаз, Ругала Шара, Эйбашран, Схакус, Тазаджабаз, Баз, Цинзай Купштаз, Аджар, и Тахаз, Ругала Шана, Назги, Рейхан, и Шуга, Вагулу, Аджар, Яха, Хейд Галан, Гукала, Шаратын, ансамбль, юбилей, Азгватара Халшот Хан Скуяна год. Итабуб Хашас Хутбуску Ништезана Баса Харига Убрис Раса Псаха Амшира Хуги Хаурт Насчик Хазыкам Харт Архин Аргона Хусура Нас Зикшисхус Емш Харги Хасхусот Юниюба Шукса Шаратын Ахадра Убриопсара Самшира Убриопсара Самстазара Убриопсара Гузархага Сисыму. В Сухумском художественном училище имени Чачба-Шарвашидзе прошла защита дипломов. На суд экзаменационной комиссии под председательством министра культуры Гудисы Агарба были вынесены 13 работ, 3 скульптуры и 10 картин. На защите дипломов также присутствовал министр образования, языковой политики Инал Габлия. 13 выпускников Сухумской художественной школы представили на суд экзаменационной комиссии свои дипломные работы. 4 года учебы позади, а значит, самое время показать, чему они научились у своих именитых преподавателей. Несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в училище старались проводить запланированные занятия как практические, так и онлайн. Знаменательный день сегодня – защита дипломных работ, которые определяет степень подготовки наших студентов под руководством Министерства культуры. Ежегодно мы проводим практические занятия. Постарались онлайном или на расстоянии каким-то методом наблюдения. Все равно наши очень учителя, которые состоялись как художники, как учителя с большой жизненной практикой, с жизненным опытом, они сделали все, что возможно. Художественный руководитель дипломных работ по скульптуре, художник Виталий Дженя, с сожалением признается, что с каждым годом молодых людей, выбирающих это направление, становится меньше. И все же среди дипломантов есть скульпторы, на которых возлагаются большие надежды. Арина Агухава представила свою дипломную работу – скульптуру ее любимого артиста Адриану Челентано. Хочу сказать немного о своей работе, что на первый взгляд, да, она выглядит немного грубовато. И
я хочу добавить, что она не только грубая, но и очень живая работа, так как это мой стиль, это мой почерк. Я считаю, что лепка должна быть немного грубоватой, и получилось именно так, как я и хотела. Я не пыталась сделать просто копию, а хотела уловить его харизму, именно чем он отличается, и характер. Хорошо освоила вот законы пластики. И видно, что с хорошим руководителем вы работали, учились. И мы просто желаем вам в будущем, чтобы вы продолжили профессиональную деятельность. Это самое главное для нас. Успехов! 5 выпускников уже приняли решение продолжить образование по специальности. Некоторые поступили на отделение живописи в АГУ, другие – в высшие учебные заведения России. Для меня выбранная тема была достаточно очень важна, потому что семья все-таки для меня это олицетворение семьи, когда все в гармонии, все хорошо, и семья – это поддержка, любовь и опора. Министр культуры Гудиса Агарба отметил, что министерство готово оказать поддержку особо одаренным студентам. Узбарта ямо авадаира пластара повы хазам тала вы хазаики амчи бжалак зана амта шозар шиха халатана убризи хралат шавьев харгия культура министра гана хала Как отмечают члены экзаменационной комиссии, не все выпускники, показывающие неплохие результаты, продолжают в дальнейшем заниматься творчеством. Однако, несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что у Абхазии большое творческое будущее. Робинзониада, или «Как я провел карантин», под таким названием сегодня в Сухуми открылась выставка художника и скульптора Архипа Лабахуа. На ней представлено около 20 работ художника, условно объединенных темой самоизоляции. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Архип Лабахуа – изобретатель, скульптор, развивающий в Абхазии новое направление – жанровую городскую скульптуру. Его бронзовые работы «Чик», «Ника», «Пингвин», «Философ», «Тачкум» и многие другие городские миниатюры придают Сухуму неповторимое очарование и колорит. На этот раз творчество Архипа Лабахуа представлено в совершенно иной форме, еще раз демонстрируя многогранность и неординарность его личности. «Робинзониада» или «Как я провел карантин». Так совершенно необычно называется новая выставка художника. По словам Архипа, он строго соблюдал карантинный режим. Все представленные сегодня работы были созданы в условиях жесткой самоизоляции. Я стал более внимательно задумываться над какими-то темами, рассматривать какие-то предметы. И подумал, что можно сделать из моих размышлений, из тех предметов, которые меня интересуют, какую-то выставку, которую я решил объединить именно вот темой Робинзона, потому что, ну, как я сказал, мы все оказались немножко Робинзонами. Всего на выставке «Робинзониада» представлено 20 работ. Художник представлял себя Робинзоном во время вынужденной самоизоляции. Когда остаешься наедине с собой, то начинаешь внимательно изучать свой дом и окружающий мир, поделился источником своего вдохновения Архип. Некоторые образы я до сих пор не могу расшифровать сам. И мне очень интересно, что будет говорить зритель. То есть вот эти так называемые ребусы, скажем так, да, объекты, ребусы, вы увидите, они подписаны 2 типами комментариев, то есть красными чернилами и белыми на черном фоне. Это такой небольшой эксперимент, который я провел тоже с этой выставкой. Когда уже экспозиция выстроилась, я стал придумывать комментарии. Вот что я думаю по этому поводу. И вроде бы, ну вот в целом, что-то напридумывал. Как признался нам Архип Лабахуа, выставка посвящена его близкому другу, писательнице и журналисту Надежде Венедиктовой. Сама писательница присутствовала на открытии выставки и назвала представленную экспозицию новым этапом творения Архипа. Одна из задач СИПы, как я его понимаю, Архипа, в том, чтобы интимизировать то пространство, в котором он живет. Я, предположим, пытаюсь это в слове сделать, а он прирожденный, такой естественный дизайнер. Он пытается вот эту окружающую среду интимизировать в своем ракурсе. И он первый начал это делать в нашем городе, в нашей стране маленькой.
Татьяна Надольская – давняя знакомая и любительница творчества Архипа Лабахуа. Она с большим удовольствием посетила данную выставку, также отметив особый стиль работы художника. Работы не совсем типичные для Сипы, я бы сказала. Но видно, что он развивается. Очень жаль, что у него нет здесь, на мой взгляд, достаточной аудитории. Людей, которые могли бы оценить по-настоящему то, что он делает. Но, тем не менее, он не останавливается, все время придумывает что-то новое, и это очень вдохновляет. Нужно отметить, что организатором данной выставки является сам Архип Лабахуа. Увидеть произведение необычного художника можно на набережной Махаджира в Шатре на площадке бывшего здания читальни до 27 июня. Вход свободный. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуми на заседании Национального олимпийского комитета Абхазии собрались спортивные функционеры и спортсмены из всех районов республики, чтобы обсудить перспективы развития спорта в стране, поговорить о достижениях и планах. Гугут Савардания продолжит тему. Со дня создания Национального олимпийского комитета Абхазии была разработана концепция его развития до 2024 года. В основном работа в организации ведется по двум направлениям – внутреннему и внешнему. Если говорить о внешних связях, то, как подчеркнул президент НОК Валерий Аршба, нашей стране пришлось столкнуться с большими трудностями. После многочисленных встреч и разговоров о сотрудничестве с представителями Олимпийского комитета России удалось достичь результатов. 2015 год к нам поступила бумага из международного отдела, что Олимпийский комитет России готов подписать с нами соглашение. И, назначили время, определили состав делегации, от президента письмо благодарственное и так далее. Все подготовили. И буквально за неделю до этого мероприятия разразился допинговый скандал. В результате подписания соглашения пришлось отложить, однако наряду с Олимпийским комитетом России велась работа и с комитетами Армении, Сирии, Таджикистана, Белоруссии и других стран. Но встречи проходили тяжело. Лишь в марте 2019 года Абхазии удалось подписать договор о сотрудничестве и взаимной помощи с Олимпийским комитетом Сирии. Я понимаю, и вы тоже прекрасно понимаете, то, кто спортом занимается, непризнанный Олимпийский комитет подписывает с одним из старейших членов Международного олимпийского комитета, они с 1948 года являются членами МОК. Подписав с нами, они подтвердили, что, большой международный договор в спортивном виде. И для нас это было, конечно, исторический момент. Валерий Аршба уверен, что к достижению целей Национального олимпийского комитета выбран правильный путь. На встрече, в частности, речь шла о получении абхазскими спортсменами лицензий для выступления на Олимпийских играх. Вот если наши федерации олимпийских видов спорта со своими, они смогут заключить договоры, то наши спортсмены, выступая от имени Международного совета спортивной федерации, они могут получить лицензию на виды игр. Получив лицензию, если у одного или у двоих, неважно сколько будет, если мы смогли бы это сделать, тогда мы можем снова написать Баху, что есть спортсмены, которые имеют лицензии, которые допущены к играм на Олимпийских, допустим, на Олимпийских играх в 2024 году. Тогда под олимпийским флагом наши спортсмены могут выступить на Олимпийских играх. По мере возможности НОК проводит спортивные мероприятия по различным видам спорта и в Абхазии. В рамках встречи говорили и о спортивной базе в селе Ишера. Как известно, значительную часть этой территории занимает кардиологический центр. Кардиологический центр. Потом, извините, что я так говорю, роддом, наверное, захотят. Потом, но не спорт. Это олимпийская наша база была. Когда Советский Союз развалился, эта олимпийская база была у нас на балансе. В планах Национального олимпийского комитета Абхазии провести в 2022 году спортивные игры с участием спортсменов из Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Луганска и Донецка. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность. Ночью местами возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.